Тем временем главный конкурент будущего кандидата от республиканцев, нынешний президент США Барак Обама, набирает очки не в родной стране, а в далекой для него Удмуртской республике. По крайней мере, среди студентов-филологов Ижевска. Популярность американского лидера, правда, здесь не политическая, а поэтическая. В редакции местного журнала готовят к выпуску номер со стихами 44-го главы Соединенных Штатов на удмуртском языке. О трудностях перевода. Михаил Чернов. Предлагайте студентов, да, на остальные... В редакции журнала для молодых удмуртских авторов своеобразный поэтический консилиум. Здесь шутят. После Нового года издание выходит на международный уровень. Во главе номера юношеские стихи президента Соединенных Штатов Барака Обамы, переведенные на удмуртский. Майкаес кускуса пырак. Блин, вообще. Перевести заокеанский слог на финно-угорский язык было делом непростым, но главный редактор Петр Захаров справился. Пукуса волмуто креслен, куди звуш, тамак пень бервело, писятай тышкеля, телевизор пультес, гучекте сигремзе, вуен суратек но юа, мармонен каротно, муютем егитен, кинпонат отмотем, улуны кураджон амалиос. О том, что 44-й президент США еще и поэтическим талантом обладает, и на Западе мало кто подозревает. Стихи юный Барак писал в 21 год, когда учился в Колумбийском университете. Но тогда 3 стихотворения, опубликованные в студенческом журнале, никто не заметил. Поэтическая слава, по крайней мере в масштабах Удмуртии, его накрыло 30 лет спустя. Я думаю, если он пошел бы по стопе поэта, да, в Парнас, в сторону Парнаса, я думаю, у него он неплохим поэтом бы стал в этой жизни. В первом в этом году выпуске журнала «Инважо» опубликует одно стихотворение, еще 2 в следующих. Над переводом студенческих рифм юного Барака теперь потеют студенты местного филфака. Мысль такая происходит, а вдруг мы тоже в дальнейшем станем известны, и вот мы тоже раньше писали, и у нас есть возможность также вот рассказать о себе там, допустим. На вопрос, почему Обама, здесь отвечают: потому что символ нового. Вначале удивились, что он вообще стихи писал, потом удивились еще раз. Оказалось, неплохие. Очень они современные. Во-первых, там дед сидит на кресле, усеянным пеплом уже, то ли от курева, то ли от чего там, он говорит. Потом у него глаза в разные стороны смотрят. Открыв в 44-м президенте США поэтический талант, журнал «Инважо» снискал славу и самому себе. О трибуне для молодых удмуртских авторов заговорили за рубежом. Друзья из Финляндии смелому эксперименту удивились, украинские коллеги попросили выслать свежий номер. Печатать поэтические опусы политических деятелей в журнале намерены и дальше. Оказалось, поэтами могли бы стать Мао Цзэдун, Иван Грозный и Иосиф Сталин. Кстати, вождь всех народов строки рифмовал очень даже недурно, отмечают здесь. И скоро Иосифа Виссарионовича тоже переведут на удмуртский. Михаил Чернов, Сергей Скворцов, Олеся Аргеткина, Владимир Хазов, НТВ Ижевск.